Славянская литературная сказка стала первым жанром славянской детской литературы, переведенным на русский язык. В 1888 году вышел перевод народной повести славянского писателя, критика и лингвиста Франа Левстика «Мартин Карпан» о героических деяниях славянского контрабандиста, которая в те годы, впрочем, не считалась детской. Перевел ее словенец Мартин Матвеевич Хостник. На самом деле его звали Даворин, но он переехал в Россию и взял себе имя Мартин Матвеевич. Перевод вышел в 1888 году в издательстве журнала «Пантеон литература» под названием «Мартин Карпан. Народный рассказ». Он был потом переиздан в 1891 году в Триесте в издательстве «Слованский свет» и остался единичным явлением. Возобновились издания славянских литературных сказок на русском языке только в 1962 году, когда как раз волной пошли переводы югославских авторов. Большая часть сказок выходила также на пластинках фирмы «Мелодия» и в виде диафильмов. Все сказки, вышедшие в Советском Союзе, перевел Леонид Яхнин. Но отдельные сказки на русском языке выходили в Любляне, и там были другие переводчики. Славянские сказки, изданные на русском языке в советскую эпоху, предназначены детям. Как правило, действие таких сказок происходит в современном славянском городе, а их герои – обычные славянские дети. Фантастический элемент является внешним по отношению к привычному миру персонажей, а взаимодействие с ним главного героя составляет основу сюжета. Например, героиня сказки Эллы Пироци «Мой зонтик легкий шарик», «Мой дождик я легко баллон», маленькая люблянченка Елка. На своем зонтике она улетает в городской парк Тиволи, где находится страна волшебных шляп. Там Елка играет с соседскими детьми, с которыми ей запрещали знаться, а наигравшись, летит на зонтике домой и дарит всем родным шляпы, отчего те становятся добрее и счастливее. Таковы, например, сказки Леопольда Суходольчина. Например, в сказке «Красный теленок в белую крапинку» Пика-Пулончик маленькая Катариница отправляется к бабушке в деревню взглянуть на новорожденного теленка, который, как ей представляется, непременно должен быть красным в белую крапинку. И действительно оказывается таким. Герой сказки «Умейка-зашейка» Кроячек-Хлачек, портной мастер Зашейка и трое его маленьких друзей. В книжке-картинке «Пико-динозавр» мальчик Беньямин мечтал о собаке и даже придумал ей имя – Пико. Но вместо собаки встретил на улице дружелюбного динозавра. 12 слонов, 12 слонов – это сказка о девочке Барбаре, которой захотелось увидеть слона. Весь день она искала слона на улице, спрашивала о нем у прохожих. Ей сказали, что слон не станет слоняться по улицам, а придет к ней сам. Как раз родители Барбары ушли в гости, и она стала прибираться в квартире и ждать, когда же слон позвонит в дверь. Слон появился, за ним еще двое, затем трое и, наконец, 6. 12 слонов отлично провели время. Поели, станцевали, убрали за собой посуду. Барбара провела для них экскурсию по квартире и легла спать, а слоны тихонько ушли. Герой сказок «Под мостом» Светланы Макарович, «Пот и пух и ночно лучка», бродяга, который подбирает на свалке старый облезлый ночник и устраивается на ночь под мостом. Ночник сам собой зажигается и принимается рассказывать недобрые сказки, но ни одну не доводит до конца. Наступает рассвет, ночник гаснет, бродяга оставляет его под мостом и идет дальше. Праздничная сказка «Праздничная праулица» Марьи Церковник – это рождественская история о девочке Катке, которая живет с бабушкой и дедушкой в маленьком домике на краю села. Эта сказка вовсе лишена фантастического элемента. Маленькая Катка видит сон. Дедушкина борода превратилась в заснеженную улицу, на которой Катку ждут сани. Катка едет к старой одинокой учительнице, затем к бедному молодому художнику и к своей подруге Драгице, чья мама в больнице, и всех зовет к себе праздновать Новый год. Героиня сказки Бранка Юрца «Непослушный зайчонок» встречает говорящего зайчонка, который, впрочем, скоро покидает ее. В сказке Франы Пунтера «Пропала буква» девочка не любила писать букву «А». Та обиделась и ушла в сказочный лес. Весь сюжет сказки – это поиски буквы в сказочном сеттинге, после чего героиня возвращается домой. Однако среди славянских литературных сказок, переведенных на русский язык, есть и произведения, действия которых разворачиваются в типично сказочном сеттинге. Такова, к примеру, сказочная повесть «Дед Сом» Дедек Сом поэта и писателя Тонеса Лишкара, одного из виднейших представителей славянской пролетарской литературы. Из аннотации. Юнак Юрий при помощи музыканта Яки на тени меха и деда Сома побеждает короля «Снеси голову» водяного детокрада, ястреба Остроклюва и разбойника Судака. Такова, например, сказка Франа Левстика «Кто сшил Видоку рубашку, кто и направил Видку с райчицу», построенная по канонам народной сказки. Главный герой, младший ребенок в большой семье, последовательно помогает ягненку, терновому кусту, раку и птице-ткачику. В благодарность ягненок дарит Видоку шерсть, куст придет ее, рак кроит, птица-ткачик шьет ему новую рубашку.
Говорящие животные, благодарящие Видока за его доброту и сочувствие, не вызывают у него удивления. В сказке Эллы Пероцци «Дом из кубиков» «Хищица из Коцк» девочка Елка живет в домике из кубиков и никогда не скучает. В дождливые дни она беседует с рисунками на кубиках. Однажды соседский пес разрушает домик. Промокшей, замерзшей Елке предстоит добраться до портнихи, чтобы та пришила ей пуговицу на счастье. Рисунки оживают и помогают ей. Пес помогает Елке построить новый домик и остается с ней. Сказка Славку Прегла «История двора короля Яноза» «С года на двор украли Яноза» представляет собой сатирические бытовые сценки из жизни короля Самодура Яноза, прагматичной королевы, министра Грегора, принца-сорванца и принцессы, влюбленной в сына короля-соседа Яки Косоглазича. В сказочный сеттинг включены отдельные элементы современной астрореальности, например, телефонная связь. На иллюстрации, изображающей дворец короля Яноза, дворцовый холм и прилегающий город, безошибочно узнается Любляна. После перестройки издание славянских литературных сказок для детей прекращается. Малыми тиражами выходят отдельные издания славянских литературных сказок для взрослой аудитории. В 1997 году выходит сборник «Золото и солнце. Литературные сказки и легенды западных и южных славян». В него входят сказки Ивана Цанкара в переводе Марианны Бершацкой, построенные на образах народных сказок и легенд. Сказки Цанкара насыщены характерной для него мрачной, безнадежной атмосферой. Также в сборник входит сказка Яна Затардина «Барышня Гизара» в переводе Елены Соголович, включающая такие элементы сюжета, как беспорядочные половые связи, беременность и колдовство над ребенком в утробе. В 2001 году в Москве издана повесть Франа Левстика «Мартин Карпан» в переводе Александра Романенко. К слову говоря, она выходила и раньше в Советском Союзе, но это отдельное переиздание. Как и перевод Хостника, издание не ориентировано на детей, хотя в Словении повесть издается как детская, увеличенным форматом с многочисленными иллюстрациями, а фигура Карпана и его кобылки украшают башню кукольного театра Любляны. В 2011 году книга переиздана в Любляне тиражом 500 экземпляров. В 2012 году в Любляне тиражом 100 экземпляров вышла сказка Светланы Макарович «Баллада о Снегурочке» в переводе Жанны Перковской. Это вариация сюжета восточнославянской народной сказки о Снегурочке с характерными для творчества Макарович мрачными элементами. Например, завязка включает групповое изнасилование и смерть в родах несовершеннолетней матери Снегурочки, а также убийство ее бабушки. Книга совершенно не детская, хоть и стоит в открытом доступе на полке в детском зале иностранки. На этом фоне очень неожиданно выглядят две очаровательные детские сказки Матеи Рэба, которые вышли в 2002 году в Любляне тиражом 5000 экземпляров в переводе Дарьи Боровски. Эта книжка перевертыш. К сожалению, до российского рынка она практически не добралась. Небольшую часть тиража распространяли в Севастополе. В последние 4 года славянские литературные сказки для детей снова издают в России. Причем издательства делают ставку на популярность книги и визуальную составляющую. Издаются книги для дошкольников и младших школьников, выдержавшие на протяжении десятилетий несколько тиражей, переведенные на несколько языков, с теми же иллюстрациями известных славянских художниц, что и в оригинале. Сюжет этих произведений развивается в сказочном сеттинге. Это фэнтезийный мир антропоморфных говорящих животных, фей и ведьм. Обычный человеческий мир, если и присутствует в этих сказках, то на периферии, или же подается отстраненно с точки зрения сказочных существ. В 2017 году в издательстве «Мир и образование» вышла чрезвычайно популярная в Словении сказка Каэтана Ковича «Мачек Мури» под названием «Кутик-Мурчик» с классическими иллюстрациями Елки Райхман. В сказке стихами и прозой описан обычный день из жизни кота Мури, летописца кошачьего города. Ритмизированный пересказ выполнен детским поэтом Сергеем Еремеевым, по всей вероятности с немецкого перевода или с подстрочника. Стиль пересказа резко отличается от сдержанного оригинала и близок к краешному стиху. Есть и другой перевод кота Мури, нашей выпускницы Жанны Перковской, но он пока не опубликован. В прошлом году мы с ней дважды представили этот перевод в иностранке. В 2019 году в издательстве «Питер» выходит волшебная книга полезных трав «Зелища мала чаровницы» Полонцы Ковач в переводе выпускницы с ПБГУ Ольги Смородиной с иллюстрациями Анечки Гошник-Годец. Это сборник коротких историй про ведьму-травницу Леночку и двух мышат, которые под ее руководством изучают травы. В том же году в издательстве «Пешком в историю» под одной обложкой вышли на русском языке две сказки современной, международно известной художницы и писательницы Маницы Музель «Слоненок Савва» и «Львенок Лева» в переводе нашего выпускника Виктора Сонькина. Художница работает в технике тканевой аппликации и коллажа, сначала создавая героев и фон, а потом уже текст. Осенью вышла сказка Яны Бауэр «Рогатая фея» в переводе нашей выпускницы Александры Красовец. Как видите, издательство «Росмен» даже на обложку вынесло информацию о том, что сказка переведена на 16 языков.
На днях в Словении вышла сказка Франа Мельчинского «Ежика. Звездочка за Соня» в переводе Жанны Перковской. Это известнейшая сказка, и сейчас издательство «Саня» переводит ее на разные языки, в том числе на русский. С 1955 года спектакль по сказке входит в репертуар кукольного театра Любляны. Ее ставили во всех кукольных театрах Югославии, в Польше, в Чехии, в Германии, Швейцарии, Чили и Канаде. Сюжет у нее такой. Звездочка Соня опять проспала и опоздала на вечернюю поверку. Месяц рассердился и в наказание отправил ее на землю. Волосы у нее золотые, и за ней начинается охота. Она встречает разбойника Цеферина, у которого камень вместо сердца. Она помогает ему написать письмо маме, и его сердце снова становится человеческим и начинает стучать. А звездочка Соня отправляется обратно на небо. Стоит отметить, что корпус славянских литературных сказок, изданных на русском языке, почему-то до сих пор не включает в себя трилогию Йосипа Вандота о мальчике Кекце. Кекец на худі поті, Кекец на волчьи следы, Кекец над самотным брезном. Находчивый и смелый десятилетний пастушок Кекец – это один из наиболее известных и любимых на родине персонажей славянской детской литературы. Но про него пока ничего не переведено. Таким образом, переводы славянских литературных сказок охватывают почти всю славянскую детскую классику. Они пережили расцвет в 1980-е годы и затишье в последующие 20-летия. А в настоящее время возобновились. Причем на первый план при выборе издательствами книг для публикации выходят коммерческий успех в Словении, количество переводов на иностранные языки, ориентированность на дошкольный или младший школьный возраст и визуальная составляющая. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Мария Михайловна. Мария Михайловна, скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот эти литературные славянские сказки, они, вот насколько они оригинальны? Я имею в виду, да, они, конечно, оригинальные, и переводы идут с оригинала, но насколько они не вторичны? Потому что сюжеты, согласитесь, все-таки, ну, такие известные, да, ну, некоторые, во всяком случае, не знаю, мне так показалось, может быть. Как вы думаете? Честно говоря, трудно рассуждать о вторичности или первичности, когда соответствующие сюжеты западноевропейской, например, детской литературы пришли к нам довольно давно, и поэтому воспринимаются как первичные. А вот славянские их аналоги приходят только сейчас, и уже в силу этого могут восприниматься как вторичные. Хотя написаны в книге десятилетия назад, в одно и то же время, и, я так понимаю, были первичными уже тогда. Вот. Конечно, несомненно, что издательства покупают и издают у нас книги в первую очередь из-за картинок. А сюжет уже на последнем месте, мне кажется. И то, что некоторые переводчики делают с текстом, это просто за рамками добра и зла, это очень хорошо показывает, например, перевод Ольги Смородиной «Волшебной книги полезных трав», что картинки на первом месте, а если в тексте переводчику или редактору что-то не угодно, то какую-нибудь главу можно просто выбросить. Вот. Вот так. Ситуация, конечно, печальная. То есть интереса к тексту как таковому нет, мне кажется. Ну, это очень печально тогда. Нет, я-то имела в виду, говоря о вторичности, это традиции, скажем, Андерсона, Гримов, да, и так далее. Вот в этом плане. Но, да, тут, наверное, может быть и влияние народных традиций, да. Да. Ольга Святославовна, можно я тоже, мне просто очень интересно, потому что я тоже общаюсь с издательством АСТ и Эксимо и китайскими издательствами. Редакторы, когда они выбирают книги, они действительно очень ценят иллюстрации. Когда иллюстрация красивая, они выбирают, а когда содержание хорошее, но без подходящей иллюстрации, они не выбирают. Например, сейчас у меня в руках есть книга Сладкова «Воробей в шляпе». Содержание прекрасно, просто слов нет. Кстати, это тоже о экологии. Мне очень понравилось, я перевела частично, и редактор вообще, она сразу полюбила. Но просто здесь иллюстраций почти нет, поэтому сейчас очень жаль, мы не можем издаваться. Но здесь
как наоборот, у меня в руках есть новый книг, не только иллюстрация, здесь еще игровая такой элемент здесь. Почти каждой странице. Сейчас. Да-да-да, видно, видно. Мгм. Ой, господи, он еще и полено там обтесывает. Да, да, да. Чтобы ребенок поиграли. Мгм. Вот так. Сейчас они просто такая тенденция, поэтому я вообще очень согласна с мнением, Марина что Михайловна. да, да. Да, Я хорошо. слышала, секундочку, скажу еще тоже на эту тему. Да. Слышала на одной из конференций недавно, что какое-то китайское издательство на книжной выставке закупило целую серию наших познавательных, не художественных книг на историческую тему, а уже потом посмотрела, о чем эти книги, и отказалась от половины. Это про войну 12-го года, а мы такой войны не знаем, нам это не актуально. А зачем купили, спрашивают? Ну как, картинка понравилась? Да, 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 действительно очень интересно. Например, я посетила издательство АСТ, и мне подарили книги, чтобы я показала китайские издательства, и чтобы они внедрили. Но в результате все отказали. Почему, я сейчас могу объяснить. Первый книг здесь «Первый полет в космос». Но дело в том, что здесь это, ну, подвиг, это ваши, можно сказать, Гагарин, и здесь очень много интересных сведений. Но, конечно, это очень интересно именно для русских читателей, поэтому мы пока отложили и пока думаем. И вторая книга «Тайная жизнь растений». Это тоже очень интересно. И причем здесь иллюстрации очень симпатичные. Но дело в том, что растения в России и растения в Китае отличаются не только видами, но и их внешность, их особенность. Поэтому мы изучали содержание и решили, что из-за этого геологические различия тоже отложили. И третья, это очень-очень интересная книга, «Красная книга мира». Отложили только именно для того, именно потому, что содержание уже переиздавали в Китае. Это раньше какое-то издательство издавало, поэтому мы не можем получить право. Знаете, на самом деле это безумно интересная тема работы с издательствами. Я сталкивалась с издательствами, и я должна сказать, что есть такие существенные минусы, как, например, вот эта бирочка переведена на столько-то языков. Это неимоверно важно. Затем очень важно получение писателям премий. Это тоже очень ценится. Иногда я вообще не могу объяснить, чем руководство издательства. Например, недавно одно из издательств наших купило взрослую, не детскую книжку о каком-то датчанине-нацисте, его биография. Абсолютно немыслимо. Зачем? Это совершенно неинтересно. Это никому здесь не интересно. Это совершенно никому неизвестный человек. Это может быть интересно только датчанам. Чем руководствовалось издательство, непонятно. В то же время какие-то интересные книги невозможно протолкнуть, потому что политика издательства такова, что они в очень редких случаях прислушиваются к переводчику. Да. Иногда просят переводчиков сделать внутреннюю рецензию, чтобы понять, о чем вообще книжка. А иногда вот как-то они там сами что-то решают, смотрят какие-то английские аннотации, то есть через английский, и не всегда это удачно. Но в основном все держится на каких-то людях, энтузиастах, с хорошим вкусом, которые вот находят какие-то хорошие книжки, и переводчики получают возможность что-то хорошее сделать. Хотя это не ценится совершенно, это в материальном отношении не приносит никакого удовлетворения. То есть это в чистом виде, ну, не знаю. Энтузиазм. Да. Энтузиазм. Энтузиазм, да, да. К сожалению, видите, как рыночные отношения, да, и какие-то внешние факторы, внелитературные, диктуют и вкусы, и, да, политику, наверное.
политику по отношению к детской книге, к воспитанию, в конце концов, и так далее. Вот, к сожалению, да. У Еще меня есть еще что добавить по поводу волшебной книги полезных трав. Насчет того, вот это именно та самая тема, что какие-то растения у нас растут, у словенцев растут наоборот. То есть фактически это не совсем сказка, это такой гербарий, снабженный неким совершенно условным подобием сюжета. Там каждая глава посвящена какому-то растению. И знаете, что сделал редактор? Она заменила все славянские топонимы на российские. Например, славянскую город Полиглав она заменила на город Кавказа зачем-то. Везде, где Словения, она заменила на Россию. Зачем? Ну, то есть, мне кажется, это очень контрастирует с советской тенденцией, когда детям совершенно не боялись давать познавательную информацию о мире, который от них чрезвычайно далек, и куда они, скорее всего, никогда не попадут, тем не менее, знать надо, это приветствовалось. А теперь редакторы как будто объединяют кругозор ребенка и ограничивают его нашей родной страной, искусственно. Вот, это меня поразило. Но это тоже, наверное, своего рода коммерция, потому что ну, поиск как бы рынка сбыта, да, тоже, наверное, руководствуется прежде всего этим издатели. Ну, еще, мне кажется, на первый план выходит вот это вот странно понимаемый патриотизм. То есть под видом патриотизма продвигается отсутствие интереса к окружающему миру помимо нашей страны и продвигание вот России, России, России во все поля. То есть, не дай бог, там проскользнет в тексте какая-то Европа, сразу загнивающий Запад и все такое. Это у меня потенциальных покупателей, которые, естественно, не дети, а их родители. Нет, вот, мне кажется, еще в этом причина. Я прошу прощения, но вот я с этим совершенно не могу согласиться, я этого совершенно не замечаю, абсолютно. Мне кажется, что русификация здесь это чисто коммерческий момент. Но я должна заметить, что в старых переводах классических андерсоновских сказок растения тоже заменены были. И это было и в досоветских, и в советских переводах. И в новых переводах их восстановили. Но в случае с Андерсоном это не принципиально на самом деле. И смысл там был в том, чтобы детям было проще воспринимать. Более ни в чем. Более ни в чем. Так что я думаю, что в плане идеологическом, ну, этого просто нет. В данном случае. Спасибо. То есть фактически возвращается такая старая дочуковская традиция художественного перевода, страшная русификация во все поля и доместикация совершенно ничем не обоснованная. Можно вспомнить «Раннюю в стране чудес» и всякие переводы XIX века. Я думаю, что это другие корни. Я думаю, что это имеет совсем другую природу. Ну, иди сюда, тоже сообщи нам, что ты хочешь. Привет. Может быть и так, но видите, как у нас действительно коммерция почему-то оказывается, ну, не понятно почему, да, на первом месте. Еще какие вопросы есть, Мария Михайловна? Хотела бы пообщаться с вами про цензуру. Или когда я перевела книги Пришвина, в рассказе «Лисичкин хлеб» есть такой сюжет охота. Это долго обсуждали, потому что в Китае же нельзя, это, как считает, нарушение закона. Поэтому мы долго, ну, редактор долго считали, и в конце концов ничего не меняло, только в начале книги указала, что это нарушение закона, но указала, что животные и растения это у нас младшие, ну, братья и сестра, нам нужно любить, и все. И эта проблема, ну, решила. И еще второй вопрос. Категорически у нас существует такой принцип, что всяческий призрак нельзя входить. То есть у нас такая вера, ну, марксистская вера, поэтому здесь тоже
будет вопрос, а остальные, ну, нормально. Понятно. Я видела некоторые страницы из китайского издания, чрезвычайно популярные у нас в последние годы, книги «История старой квартиры». Ага, да. Такие, да? И там вырезано просто огромное количество реплик персонажей, всего, там дыры на странице. Ага. Именно И из-за цензуры. как раз я сейчас перевожу книгу Станислава Востокова. Название это «Фрося». Это тоже о старом томе. Тоже очень интересно. Там тоже есть иллюстрации, и также есть знания, как строятся ваши домики, деревянные, дачи. Вообще очень интересно. Это настоящее пособие по северному жилищу, да. Фрося Да, Коровина, Станислав Востоков.